европейские либеральные ценности. Ну, плохо, кстати говоря, что все, что вы называете европейскими либеральными ценностями, нельзя объяснить гражданам Российской Федерации. Ну, я надеюсь, неважно, они такие гадости слушать не будут. Приличные люди такие мерзости не слушают. Хватит нам уже Франции, где женщинам запретили носить религиозную одежду. Этот опыт, я думаю, очень внимательно в России и изучен, услышан, и будут сделаны выводы. И из того, куда идет Европа. Вы имеете в виду ту религиозную одежду, вот, которая совсем закрывает лицо и оставляет одни маленькие глазки? А какая разница, как одевается женщина? Если вы, Оля, оденете вуаль и захотите одеть платье, которое полностью скроет ваши красивые руки, это что, мое, что ли, дело? Указывать вам, как вы должны ходить? В чем заключается свобода? Свобода заключается, получается, чтобы бабы ходили, извиняюсь, голыми, с голыми животами, с проткнутыми там пупками и, значит, с какими-то хайерами такими синими на голове. Это нормально? Чтобы женщины раздевались везде и всюду свое тело продавали на продажу, стояли в витринах, как в Голландии. Это нормально. А чтобы женщина закрывалась? Вы относитесь к тому, к той категории людей, и в частности мужчин, которые считают, что если женщина ходит там, не знаю, с голым животом или в короткой юбке, значит, она автоматически продает свое тело на всех углах и перекрестках? Нет, не автоматически. Просто в витринах Амстердама стоят женщины, которые продают свои тела. Вот это можно. А если женщина отказывается продаваться, если она хочет закрыть свое тело и лицо, то это и запрещено. Что это за общество? Что это за понимание свободы? А если она не хочет продаваться, но не хочет закрывать свое тело и лицо, тогда что делать? Проституткам разрешено стоять везде, проституция разрешена и поощряется, наркотики, пропаганда наркотиков, это считается нормальным дискурсом либерального мира, уход от этого, отказ от этого считается запрещенным. Это касается не только мусульман. Я знаю, что там была дискуссия запрет наносить крест по девочкам-католичкам. Пропаганда наркотиков является также дискурсом исламского мира, откуда, собственно, да где это в исламском мире пропагандируются наркотики? Ну, как это часть? Публично. Ну, ладно. Где, в какой исламской стране принимается закон о кофешопах, в которых можно продавать марихуану, гашиш и все остальное? Назовите такую исламскую страну. Послушайте, хорошо. Значит, люди приехали в страну, или где... христианскую страну, назовите такую. Приехали люди из другой культуры, в другую культуру, в европейскую страну, где женщины одеваются так, как они одеваются. Как они хотят одеваться. Да, как они хотят одеваться. Вот они хотят, мусульманки хотят одеваться так. Почему французы, например, надо навязывать условия какой-то специальной одежды? А французы, например, говорят, или не помню, кто это говорил, может быть, бельгийцы, что когда вот женщина в черном, у которой торчат только вот одни там в узкой полосочке ткани глаза, то дети пугаются, дети не привыкли видеть. Европейские дети не привыкли видеть таких черных страшных женщин. Грязных, вонючих панков дети не пугаются. Это считается нормально. Проституток, еще раз почему, витринов, дети не пугаются. Трансвеститов, Максим, которые в Булонском лесу трансвеститов, которые в Булонском лесу, дети не пугаются. Гомосексуалистов, которые ходят по Амстердаму, тоже в экстравагантных одеждах, дети не пугаются. Это считается нормальным для детей. А вот традиционная религиозная одежда мусульманки, православный, не знаю, там или католички, считается опасной для детей. Традиционная одежда здесь и проходит водораздел, здесь и проходит традиционная то, почему мы всегда будем бороться против либерального Запада. В чем заключается, скажите? Ну, в частности, во Франции обсуждалась дискуссия о запрете девочкам или детям носить крест, это христианский крест в школу. Традиционная одежда католички. А что это такое? Католики не должны без креста ходить. Вы не в курсе? Нет. Вообще-то, когда мы говорим про нормы Европы, которые привозят мусульмане, мы забываем, что вообще-то в Европе католическая церковь есть, которая тоже очень традиционная, и которая, я тут смотрел по Евроньюз 40-минутный репортаж, так нагло атакуется современным либеральным Западом, обществом, просто нагло. Про папу говорят такие чудовищные гадости, про Бенедикта XVI, которые просто диву даешься. Понимаете? В Европе, послушайте, в Европе сложилась своя система отношений, одежды, чего-то еще. Ничего там не сложилось. У нас тоже сложилось. Когда приезжают перестаньте говорить, что это свободное общество. Максим, когда скажут, что это общество свободное для трансвеститов, для тех, кто хочет раздеваться, для тех, кто хочет выставлять на показ своих жен. Но это общество не является свободным для верующих людей. Значит, Европа – это место, где верующие люди не могут чувствовать себя свободно. Вот в этом водораздел. Вот у нас два разных мира формируются по этому принципу. Я не хочу
чтобы в моей стране когда-либо верующие люди чувствовали себя несвободно. А верующие Поэтому люди я это буду только всегда... те, которые ходят замотанные с ног до головы. Верующие да? люди или неверующие, это те, которые ходят, как они считают нужным ходить. И никто, ни прокурор, ни мент, никто угодно, ни журналист не может им указывать, как им ходить. А это почему, их дело. Почему приезжая, мужья говорят своим женам, почему, как они приезжая должны в ходить. страну, например, нельзя поинтересоваться? Даже русские, когда приезжают в арабские страны, в мусульманские, перестают употреблять крепкие спиртные напитки, потому что они знают, что здесь так не принято. А тогда, судя по вашей логике, нужно говорить, а что, там нет свободы, в Европе тут нет нет монашества? свободы. В Европе нет женщин, которые закрывали бы свои тела, которые прятали бы свои лица. Это не традиционный европейский облик одежды. Вид одежды. Ради бога, почему нет? Значит, а если женщина закрывает вот так вот, там, не знаю, чуть закрывает чуть-чуть, почему, чуть лицо, приезжая то в чужую страну, не поинтересоваться, как здесь принято жить и себя вести? И не попытаться приспособиться? Приспособиться, то есть отказаться от своей души, от своих ценностей. Ну, русские отказываются от своей души, которые никому не в угрожают. мусульманских странах, и ничего. То есть душа русских, по-вашему, это пьянствовать? Душа русских – это отношение к алкоголю не такое, как у мусульман. То есть вы считаете, что особенность русского народа это пьянство, а особенность мусульман это закрывать лица женщин? Нет, я считаю, что можно отказаться от каких-то. Я считаю, что можно отказаться от каких-то обычаев, исходя из чувства вежливости по отношению к хозяевам. То есть вы считаете, что если женщина мусульманка, например, что она должна проявить вежливость, раздевшись? Давайте мы сейчас то есть, если она разденется, это вежливо, правильно? Нет, никто не предлагает раздеваться. Как? Вы запрещаете ей одеваться у вас какая-то странная психологическая фиксация. Вы, женщины, запрещаете одеваться другим женщинам так, как они хотят. Мы делаем перерыв на несколько минут, потом продолжаем.